Уже больше недели в режиме нон-стоп ведутся работы по ликвидации незаконной мусорной свалки в Нестеровском. Десятки груженных КАМАЗов в день вывозят мусорные отходы. На площади около 9 гектаров скопилось свыше 250 тысяч кубов мусора. Работа проводится в рамках нацпроекта «Чистая страна». Это основная программа экологического проекта, направленная на ликвидацию стихийных свалок и объектов накопления экологического вреда. Уже в рамках национального проекта, который с этого года стартовали по всей стране, по тем задачам, поставленным президентом страны, появилась возможность у нас в рамках нацпроекта решить эту проблему. Здесь были проведены изыскания, все необходимые подготовленные проектные документации и представлены уже Министерству природных ресурсов России. И наш проект этот они поддержали, соответственно, выделены средства на эти цели. И в этом году, до конца года, здесь эта свалка будет полностью ликвидирована уже в установленном порядке. Эта свалка существует уже больше 15 лет. За это время представители Минприроды не раз пытались ликвидировать ее, но сделать это своими силами никак не получалось. Очередной крупный пожар случился здесь в 2017 году. Тогда за сутки полигон залили с 16 тоннами воды. Ингушводоканал подвозил воду, чтобы работа пожарных не прерывалась. Устав бороться с частыми вспышками пожара, экологами принято решение засыпать свалку землей и законсервировать ее. С тех пор сюда отходы не завозились именно на эту территорию. Тот пожар, когда был в рамках его ликвидации, ее засыпали грунтом. Но мы сейчас до сих пор наблюдаем тление на свалке. Часто беспокоились местные жители по этому поводу. Когда я даже сюда приезжал, ко мне подходили, ну что с этой свалкой, когда будет ликвидирован этот пожар. Я как раз мы уже забили эту свалку в проект, федеральный проект «Чистая страна». И как раз я смог успокоить людей о том, что действительно эту свалку мы будем в этом году ликвидировать. После ликвидации этой свалки вот это тление, это все прекратится. Без ликвидации этого нельзя было достичь, потому что мы не сможем добраться до этих участков тления свалки. Сегодня мы ее ликвидируем, все проблемы здесь будут решены. По словам генерального директора Техтрос, все необходимое для ликвидации этой свалки у них есть. Более того, если продолжать в том же темпе, то работа сможет быть завершена даже раньше срока. Ну, работы ведутся, как вы видите, в темпе. Уже вывезено с 6 числа этого месяца порядка 10 тысяч кубов. Ежедневно по отвозке отвала грунта участвует от 16 до 20 машин и 3-4 экскаватора. Как отмечает Магомед Бабхоев, приоритетными задачами национального проекта «Экология» является решение первостепенных проблем загрязнения природных ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного влияния на окружающую среду. По программе нацпроекта планируют провести еще ряд различных работ. В целом по нацпроекту у нас запланировано очень большое количество мероприятий. Ингушетия в числе тех регионов, которым Минприроды, руководство Минприроды оказало наибольшую поддержку прямо с начального этапа. Очень большое количество объектов получилось защитить, и в этом году мы их начинаем реализовывать. Это и ликвидация свалки. У нас вторая свалка в городе Назрань в этом году должна быть ликвидирована. Тоже в рамках нацпроекта у нас еще 2 свалки на 2020-2021 год. Это Карабулак и Малгобек. Также в рамках нацпроекта у нас пруды, экологическая реабилитация прудов. Город Назрань, Карабулак и Малгобек. Это с этого года у нас тоже стартуют эти мероприятия. У нас по лесохозяйственным мероприятиям тоже в рамках нацпроекта оснащение лесопожарной техникой, лесохозяйственной техникой, восстановление лесов. Следует отметить, что Ингушетия – один из первых регионов, где уже приступили к реализации нацпроектов. Главное направление нацпроекта «Экология» – улучшение экологической обстановки в стране и качества жизни граждан. Светлана Томова, Джамалил Тамасханов. Новости 24.